다 되는데 그 수업인데 안에 망어 야채 게 안에 니니버 차려래 니니버 차연 주사는 디 겁려야 안에 가장마 가상 가님 당한 Итак, сегодня второй день наших летних учений Марнок. Я хочу напомнить вам про темы, которые мы рассматриваем во время этих учений. 안에 subject 다 가르 다 망어 야쇼 게 subject 가르 Итак, 쉬비나 какова же 안에 структура 되면 안 돼. 다 наших 되면 안 돼. учений? 대선 승부 Мы 당부야. говорим про ранний 당부 буддизм, 대선 당부도 되면 안 돼. и эта тема раннего буддизма 되면 안 돼. разделяется 되나 게 안에 на 대선 가시지. три 롱어만이 쉬스나. подтемы. 다다급스 바바디 안에 되면 안 돼. 그 숭럽 И 사이나. уже мы рассмотрели некоторых из них, и сейчас мы говорим о писаниях раннего буддизма. Мы с вами уже рассмотрели первые две части. Это санга, дисциплина Виная, основание монастырей и первый совет. И сейчас третья часть — это писание раннего буддизма. И сегодня первое, о чем я хотела бы говорить, это язык, на котором был проведен первый совет. Как я уже говорил, был проведен этот первый собор, либо совет, съезд, как бы мы его ни называли. И во время этого собрания использовался какой-то язык. То как, какой же язык использовался во время этого первого совета? И есть определенные различия между тем, как это представлено в традиции, и тем, как это описывается в трудах современных ученых. И поэтому я сначала начну с описания того, как это излагается в трудах современных ученых, и также потом попытаюсь соединить это с тем, как это описывается в традиционных источниках. Итак, в ученых кругах считается, что во время первого совета было создано собрание сутр и правил поведения Виная. И исследователи истории индийского буддизма сталкиваются с трудностью для того, чтобы определить, на каком же языке были произнесены сутры и правила Виная во время первого совета. Почему? Потому что в то время использовалось много различных языков. И если мы попытаемся каким-то образом структурировать подходы к этому вопросу, то мы можем выделить три главных аспекта. Каковы же эти три? И вы можете видеть перечень этих трех подходов на экране. Первый из них — это когда мы пытаемся установить это, основываясь на данных о том, какой язык использовался в то время в Древней Индии и на каком языке, как правило, передавались учения, либо на каком языке говорили учителя того времени. И, и чтобы определить это, нам необходимо сделать несколько, несколько обобщений. Почему? Потому что мы можем взглянуть на те тексты сутр, которые доступны нам сейчас, и затем на основе этого сделать вывод о том, на каком языке были произнесены эти сутры во время первого совета.
А, Те сутры, которые называются сутры Агамы, которые есть в нашем распоряжении сегодня, они принадлежат к периоду буддизма Никая, то есть буддизма ранних школ. И эти тексты составлены на различных языках. То есть у них нет одного языка, они все на разных языках. К примеру, говорится, что в период Никая существовали четыре главных школы. Это то, что в тибетской традиции называется четыре коренных школы. И почему они называются коренными? Поскольку считается, что все остальные школы взяли свое начало как раз от этих четырех основных, либо коренных школ. Но другой подход, научный подход говорит о том, что было всего две коренных школы. Однако в тибетской традиции мы говорим о четырех коренных школах. А как бы то ни было, в то время было много школ Шравакаяны, и среди них были наиболее известны четыре школы. Именно эти четыре в тибетской традиции называются четырьмя коренными школами. Согласно исследованию говорится, что среди главных школ выделяется школа Махасангики, и школа Махасангики процветала в регионе Махараштры, то есть это юго-запад Индии. И, и для, рас- для передачи учений Махасамгика школа использовала устные языки, пракриты этого региона. То есть это пракриты, языки юго-восточной и юго-западной Индии. Следующая, вторая школа — это Ставиравада. Ее также иногда называют Вибаджьявада. И эта школа получила свое развитие в западном регионе, который называется Удьяна либо Сурасена. И их учения передавались на языке, который называется пайшачи. Пайшачи — это один из языков Индии, и именно на нем передавались учения школы Ставиравада. Третья школа — это школа Самития. Самития была наиболее популярной на самом, на самой окраине западного региона Сурасены, вокруг центра, буддийского центра изучения практики Бай под названием Матура. И говорится, что эта школа Самити передавала свои учения на местном языке Сурасены, который также назывался Апабрамса. И последняя, четвертая школа — это школа Сарвастивады. Она получила свое развитие и распространение в северо-западном районе Индии, примерно в Кашмире, а также в Гандаре. И сейчас Кашмир — это мусульманская земля, и однако изначально это был буддийский регион, и как раз в этом районе Кашмира и Гандары получила свое развитие школа Сарвастивада. На тибетском Кашмир называется Каче. Каче означает на тибетском мусульманин, мусульманский. Поскольку позднее, когда уже ученые из Кашмира приходили в Тибет, в то время Кашмир стал преимущественно мусульманской землей. Однако
изначально, когда там процветала школа Сарвастивада, это была буддийская земля, и Сарвастивада использовала преимущественно санскрит как язык передачи своих учений. И, и похоже, что в то время 4 школы еще не были четко сформированы как независимые школы философской мысли, каждая со своими характеристиками и, и языками. Они стали, они обрели все эти черты позднее. И похоже, что эти языки, которые они использовали, эти языки такие же древние, как Пали. И, например, Пали, язык, который используется для передачи традиции на юге, то есть южной традиции, это язык, который является, конечно же, очень древним, однако мы не знаем, когда он был сформирован. Единственное, как мы можем судить об этом, это анализируя тексты, которые находят во время археологических раскопок. Часто во время таких археологических раскопок находят какие-то фрагменты древних текстов. Как правило, это не цельные тексты, но какие-то фрагменты. И эти наиболее древние фрагменты, которые находят археологи, они, как правило, написаны древними разговорными языками. То есть они не записаны письменными языками, такими как санскрит либо пали, но древними разговорными языками. К примеру, есть такие находки древних фрагментов Даммапады, и они как раз составлены на разговорных языках. И мы можем сравнить эти фрагменты с теми известными версиями Даммапады на санскрите и пали. И мы таким во время и с путем такого анализа мы можем определить, какая версия является более ранней, а какая является более поздней. Но если мы глубже обратимся к современным исследованиям, то язык пали, на котором передается учение южной традиции, хотя и он является древним, и, возможно, он является более древним, чем языки, на которых сейчас доступны учения 4 коренных школ. Это не означает, что именно Пали был языком первого совета, первого собора. По крайней мере, ученые не могут со всей точностью утверждать это. И эта позиция ученых отличается от традиционной позиции, которую занимают традиционные ученые южной традиции передачи. Например, одним из самых известных держателей этой традиции, одним из основателей этой традиции является Будда Гоша. Обычно Будда Гошу датируют 5 столетием нашей эры. И в трактатах Буддагоши, Буддагосы на Пали содержится утверждение, что Пали — это и есть Магадхи, то есть язык региона Магадха.
А Магадха, как мы знаем, это регион, в центре которого находится Бодгая, место просветления Будды. Итак, Буддагоса утверждает, что Пали — это есть Магадхи. Именно поэтому Пали является этим коренным языком, на котором учил Будды, и это также язык первого совета. А, И современные ученые не могут с этим согласиться. Конечно же, палийские учения, палийский канон — это очень древний канон. А- ан- Однако позиция представителей южной традиции, что Пали — это главный язык, это изначальный язык, язык, на котором учил Будды. М, В этом уверены представители южной традиции, однако современные ученые утверждают, что Пали не, не является языком Магадхи. Между Пали и Магадхи существуют большие различия, и они принадлежат к разным регионам, поскольку Магадхи был распространен как раз в Магадхе, тогда как Пали это западный диалект, то есть Пали не был распространен в регионе Магадха. И, ам, и первым, кто принес буддизм на Шри-Ланку, это Махиндра, и утверждается, что Махиндра является сыном Ашоки. Поэтому, поскольку Махиндра, как и Ашока, жили в Магадхе, то некоторые утверждают, что он принес Дharму на Шри-Ланку на своем родном языке, то есть языке своего родного региона. И однако говорится, что мать Махиндры происходила из Центральной Индии, юго-восточной части Центральной Индии. Этот регион зовется Видиша. И Махиндра как раз передал учение на разговорных языках региона Видиши. Именно на этих языках было передано учение на Шри-Ланку, так утверждают некоторые ученые. И это, это первый способ определить, какой язык использовался на Первом Совете, это взглянуть на язык древних текстов. Второй способ — это опереться на географию, географическое место проведения этого совета. И поскольку нам известно место его проведения, этот совет был проведен в Магадхе. И в принципе, это не оспаривается в ученых кругах. Почему? Потому что в то время Магадха была самой а, могущественным государством Центральной Индии. И это был главный регион, в котором Будда распространял учение. И поэтому, когда задается вопрос, в каком месте был проведен первый совет, большинство ученых соглашается, что это Магадха. И как и мы из этого мы можем сделать вывод, поскольку совет был проведен в Магадхе, то язык, который использовался для его проведения, это язык Магадхи, то есть то, что называется Магадхи. И
Некоторые ученые также, также добавляют к этому исследования, связанные с эдиктами Ашоки. Как вы знаете, сохранились колонны, на которых вырезаны указы, эдикты Ашоки. Они в основном в Восточной Индии. И все эти указы, эдикты, они все на одном языке. И поэтому говорится, что это был такой лингва франка, общий язык, который использовался в империи Ашоки. И это был именно тот основной язык, который использовался для межэтнического общения во времена Будды. Однако, и как бы основываясь на этом, они, они делают вывод, что именно на этом языке был проведен совет. Почему? Потому что Индия — это многонациональная страна. Древняя Индия не исключение, и у каждой этнической группы были свои языки. Однако была необходимость какого-то общего языка, то есть языка межэтнического общения, на котором могли бы общаться все народы, проживающие в Индии. И, возможно, именно этот общий язык использовался для проведения Первого Совета. И самым главным опорой такого утверждения является эдикты Ашоки, язык, на котором написаны эдикты Ашоги. Однако другие ученые не соглашаются. Почему? Потому что мы не можем опереться на положение дел во время жизни Ашоки, правления императора Ашоки. Почему? Потому что Ашока жил по меньшей мере 100 лет после паринирваны Будды, а другие ученые утверждают, что это было даже больше, не 100, а 200 лет после паринирваны Будды. То есть мы можем сказать, что между временем Будды и временем Ашоки есть по меньшей мере 100 лет перерыва. И за эти 100 лет в Магадхе могли произойти большие изменения. Почему? Потому что во времена Будды Магадха была относительно маленькой, маленьким государством, а затем во время правления Ашоки ее территория очень сильно разослась. То есть империя Ашоки, она охватывала собой почти всю современную Индию, а во время правления этой империи все земли были объединены. И во всей истории Индии было всего несколько случаев, когда все земли были собраны воедино в одном государстве. И первым таким случаем была как раз империя, созданная Ашокой. Однако все это произошло не ранее, чем через 100 лет после того, как Будда ушел в паринирвану, а, скорее всего, даже позднее, 200 лет после паринирваны Иньи, после паринирваны Будды. Именно тогда Ашока завоевал всю центральную, в- южную, восточную и северную Индию. И поскольку центром его империи была как раз Магадха, а, очень вероятно, что именно Магадхи стал этим общим языком, на котором осуществлялось управление всей империей Ашоки. Однако до того, как была создана эта империя, у нас нет оснований утверждать, что Магадхи имел какое-то такое значение, как язык межэтнического общения.
Кроме того, другие, другие ученые говорят, что э, Магадхи, который получил свое распространение во время правления Ашоки, отличался от э, языка, который использовался в Магадхи во время жизни Будды. Говорится, что во время жизни Будды существовала более ранняя версия языка, то, что называется Ардха Магадхи, либо древний Арда Магадхи. И что Будда учил на этом прототипе Магадхи, древнем Магадхи. И, и так, есть много различных версий, на каких языках даровались учения, и похоже, что а, учения даровались на многих различных языках. Поэтому какой же из них был языком для проведения первого совета, первого собора? Это как раз третий подход. То есть, а, согласно этому третьему подходу, мы пытаемся сделать вывод о том, на каком языке, либо на каких языках учил Будда. Мы знаем, что уже во время Будды Шакьямуни в Индии было очень много языков. И различные классы, социальные группы говорили на разных языках. К примеру, высшие касты, такие как каста брахманов и кшатриев, они говорили на этом возвышенном языке, который называется санскрит, в то время как низшие касты, они не употребляли санскрит. Они говорили на простом разговорном языке. И кроме этого, различные касты использовали различные диалекты, различные языки. И похоже, что Будда учил каждую группу людей на том языке, который они могли понять. И именно поэтому Будда не учил на санскрите. И поскольку если бы он учил на санскрите, то его бы не смогли понять простые люди. И у нас есть свидетельство этого в Агамах. В Агамах, то есть в древних сутрах, содержится свидетельство о том, что Будда был против попыток унифицировать язык дарования учения. Например, в Винае Питаке палийского канона содержится текст под названием Чулавага. И в этом тексте рассказывается история о двух монахах, Яше и Гопаке. И они принадлежали к касте брахманов. И в Чулаваге описывается, как Яша и Гопака пришли к Будде и сказали: «Бхагават, благословенный, в наше время различные монахи, они принадлежат к разным кланам, к разным классам, социальным группам. Некоторые из них принадлежат к высшим кастам, другие к низшим, они все принадлежат к разным семьям, а все эти люди стали членами Сангхи, и они, они читают, произносят учение Будды на своих диалектах. И таким образом они портят слово Будды своими диалектами. И поскольку их языки такие разные, нет единства, поэтому следует унифицировать традицию
произнесению учений и произносить их на высшем языке санскрите. Как я упоминала, эти двое бикшу принадлежали именно касте брахманов, то есть для них санскрит был естественным языком. Именно поэтому они предложили, чтобы все учения Будды читались именно на санскрите. Однако, согласно Чуттаваги, когда Будда услышал это предложение, он сказал: Вы глупцы, почему вы просите унифицировать просите об этой унификации, просите, чтобы все произносили слова Будды на санскрите. Это будет совершенно бесполезно». И он добавил: вы глупцы. Почему? Потому что если вы будете произносить слова Будды лишь на санскрите, вы не сможете, не сможете зародить веру в людях к буддийским учениям. Кроме того, вы не сможете взрастить веру в тех, кто уже обладает зачатками веры, и вы отвернете верующих, так и неверующих от веры. Поэтому бикшу не, не произносите слова Будды на санскрите. Что он имел в виду, скорее всего, было не произносите слова Будды лишь на санскрите. Если вы будете произносить слова Будды лишь на санскрите, это будет нарушением, это будет падением. То есть в этом тексте Чуттаваги Будда утверждает, что произносить слова Будды лишь на санскрите — это нарушение, это падение. Кроме того, есть еще другой текст под названием «Виная Матрика Сутра». И в этом тексте Будда говорит монахам бикшу: в буддийских учениях размер и мелодия не являются такими важными. То есть поэтический размер и мелодия не так важны, говорит Будда. Моя главная цель в том, чтобы не был утерян смысл. В ведической религии, как мы знаем, размер и мелодия очень важны. То есть, когда читаются ведические тексты, используются определенные мелодии, ритмика, движения, также во время чтения и так далее. Это считается все очень важным. Однако Будда говорит, что в моих учениях поэтический размер и мелодия не так важны. Самое главное — это не потерять смысл. Поэтому следует учить дхарме на тех языках, которые могут понять существа. Поэтому адаптируйте учение к традиции каждого региона, каждой страны. То есть, что хотела сказать Будда, если вы будете излагать дхарму лишь на санскрите, то это будет неверно. Почему? Потому что санскрит — это сложный язык, это высокий язык. Санскрит могли знать лишь те, кто был образованным, принадлежал к верхушке общества. Например, брахманы, которые получали специальное образование, они изучали санскрит, тогда как обычные люди, которые не получали никакого образования, они не могли изучать санскрит. Соответственно, как бы они могли понять учение? Это было бы для них очень сложно. Это то, как я считаю. а, Таковы были причины, по которым Будда не хотел излагать, чтобы учение излагалось лишь на санскрите. Поэтому Будда, скорее всего, излагал учение на различных языках, чтобы помочь своим ученикам понять учение. Кроме того, есть еще одна цитата, которая содержится в Винае школы Дармагупта. В этом тексте говорится:
А, Будда говорит, произносите буддийские сутры в соответствии с языком и традициями каждого региона, для того, чтобы их можно было понять правильным образом. И, Виная Дharmagupты это а, также можно найти и в тибетских текстах. Например, в тибетском переводе сохранился текст Чудравасту. Это собрание э, эм, тем Винай. И я хочу рассказать об этом сейчас. Почему? Потому что смысл сказанного Чудравасту а, с- а, похож на то, что я только что говорил в связи с Винай Дharmagupты. Итак, в Чудравасту говорится, что однажды Шарипутра даровал монашеские обеты двум молодым брахманам по имени Девадатта и Гопака и м, обучил их сутрам. И, и в китайской традиции их имена указаны указаны по-другому. В китайском переводе их зовут Гопака Гопати. И это не тот Гопака, который очень хорошо известен. Как бы там ни было, говорится, что они были брахманами. Они получили обеты от Шарипутра, а также получили от него учение сутры. И после этого они отправились путешествовать. И они очень, они всегда очень хорошо принимали во всех местах, где они учили, и они получали много подношений. Почему? Потому что они читали, произносили буддийские учения в поэтической форме с мелодией, то есть используя поэтический язык, такой же, на котором произносятся ведические тексты. И это людям очень нравилось, поэтому они получили много подношений. Однако затем один из них внезапно умер, и его друг был переполнен горем, был шокирован, и из-за этого он забыл все эти тексты, которые он запомнил ранее. И поскольку он не помнил их, он не мог рецитировать их. В то время, напоминаю, традиция была устной, то есть ничего не было записано, то есть можно было лишь что-то рецитировать, то, что было выучено на память. И из-за этого шока он забыл все, что он знал, и поэтому он не мог рецитировать дарму, и поскольку он не мог ничему учить, он перестал получать подношения, и тогда он отправился в Шравасти, э, туда, где пребывал Будда, и он, он пошел, он отправился к старейшим ученикам Будды. Первым, кому он пошел, был Аднята Каудинья, и он попросил его: прошу, научи меня рецитировать Дharму. То есть ничего не было записано, поэтому все учения получались, передавались устно. Он попросил об этом Агнята Каудинью. И Агнята рецитировал тексты по его просьбе, то есть он согласился и передавал устному тексты. Однако, послышав, как Агнята Каудинья произносил их, этот бикшу, молодой бикшу сказал: «Почтенный, когда
ты рецитируешь, то у тебя не очень чистое произношение, и у тебя не, не очень четкие строки, они краткие, то есть ты плохо произносишь. Твое произношение, твоя рецитация очень нехороша, сказал он. И эм, то есть на это Каудини ответил: я всегда произношу учение таким образом, то есть я всегда рецитирую. Таким образом, я не знаю никакого другого способа рецитации. Тогда молодой монах поклонился ему и отправился к другому старейшину. Согласно этому тексту, он посетил Ашваджиту, Бадру и многих других старейшин, и всех их он попросил об одном и том же. Прошу, даруйте мне учение. И все старейшины рецитировали Дарму по его просьбе, и ему не понравился ни один из способов рецитации. И тогда он отправился снова к своему прецептору Шарипутре, который даровал ему монашеские обеты. И он попросил его: прошу, прочитай учение. И когда Шарипутр рецитировал Дарму, ему это очень понравилось, поскольку Шарипутр читал поэтическим образом, с мелодией. И тогда молодой бикшу сказал: о, наставник, ты единственный из всех старейшин, кто верным образом рецитирует Дharma. На это Шарипутра ответил: это ты, глупец, ты не знаешь, как правильно рецитировать. Все старейшины рецитируют Дharmu правильно, лишь поскольку ты не знаешь, как делать это правильно, тебе кажется, что это неверно. То есть он сказал ему, что он поступает неверно, и тогда бикшу, бикшу отправились к Будде и спросили, чтобы спросить его мнение по этому поводу. И спросили, есть ли необходимость произносить учение Будды с поэтическим размером и на мелодию. Будда ответил, что вся эта проблема возникла как раз потому, что Дharma пытается рецитировать с мелодией, поэтому в будущем буддийские учения не следует рецитировать с ведическими мелодиями. Если вы будете делать это будет нарушением. И лишь в том случае, когда, согласно традиции какого-то определенного региона, следует рецитировать таким образом, лишь тогда можно рецитировать дарму таким образом, и это не будет нарушением. А если же у вас нет какой-то особой причины, и вы будете произносить, рецитировать дарму, как рецитируют Веды, то это будет нарушением. То есть можно, можно рецитировать дарму на мелодию и поэтическим размером лишь в тех районах, где существует такая традиция. Как бы там ни было, похоже, что Будда в основном путешествовал по Центральной Индии, и он учил Дарме в различных местах. И в основном все это было в пределах королевства Магадхи и Кошалы. И, скорее всего, Будда не учил лишь на одном языке, а учил на многих различных языках для того, чтобы различные ученики могли понять то, о чем он говорил.
И все ученики изучали Дharmu на их языках, их собственных языках. И когда собрался этот первый совет для того, чтобы собрать учение воедино, возник вопрос, а Будда преподавал Дарму на различных языках, то на каком языке следовало собрать всю эту коллекцию учений. Большая вероятность, что учения на совете произносились на тех языках, на которых учил Дарму, и поэтому эти учения были собраны на различных языках. Почему? Если мы вспомним о намерении Маха Кашьябы, с которым он созвал этот первый совет, то оно заключалось в том, чтобы сохранить Дхарму в том виде, в котором ей учил Будда. Именно для этого собрались старейшины на первый совет. Поэтому, если Будда учил на различных языках, а цель была в том, чтобы сохранить Дharму в этом неизменном виде, на котором, в котором, согласно которой учил Будда, то, возможно, они и собрали эту Дharму на различных учеников, на различных языках. Поскольку если Будда учил на разных языках, а на этом собрании, на этом совете учения были собраны на одном языке, то это было бы несоответствием, это было бы препятствием тому, чтобы сохранить учение в изначальном виде. Форма сохранения учения была бы изменена. Давайте сейчас прервемся на 30 минут. Перерыв 30 минут. 啊，说到下面啊，所以，对面的南北苏的为穷水果，Так, следующее, о чем мы будем говорить, это развитие писания раннего буддизма. 但对面的南北苏的为穷水学的啥呢？他做 И из, когда мы говорим о развитии писания раннего буддизма, мы имеем в виду, как, э, как это описывается современными исследователями. И в этой теме есть два подраздела. Это собрание сутр и собрание Виная. То есть сутра Питака и Виная Питака. В прошлом году, 2 года назад, во время последних учений, когда мы с вами обсуждали этот первый совет, первый собор, то я рассказывал об этом. Каково было достижение первого совета? Говорится, что первый совет привел к собранию двух питок, то есть сутра питаки и виная питаки. Именно они были созданы как собрание учения на этом первом соборе. И, и я хочу сегодня рассказать о сутра питаке. И сутра питака была создана на первом соборе, и, как правило, нет возражений против этого. Скорее всего, также и основной костяк вина Питаки был сформирован на первом соборе, первом совете. Однако, что касается третьей корзины Абидарма Питаки, то, скорее всего, лишь какие-то первые, первые учения Абидармы были собраны на первом совете, а когда была собрана Абидарма Питака, то это не ранее, чем второй совет. И Абидарма Питака была завершена на третьем совете.
Поэтому, когда речь идет о первом совете, то мы говорим только о сутра Питаке и Виная Питаке. Мы не говорим об Абхидharма Питаке. Эта корзина была создана, собрана позже. И поэтому нам прежде всего нужно рассмотреть сутру Питаку, первую корзину учений. И когда мы смотрим на ранний буддизм, то в раннем буддизме сутра Питака имела, имела и называется на китайском Ахан или Аханджин. И это то, как транслитеруется санскритское слово агама. А есть ахан — это транслитерация, фонетическая транскрипция санскритского слова агама. Что означает агама на санскрите? Агама на тибетском. На тибетском агама — это лунг, то есть передача, традиция передачи, устная передача. И, то есть это то, что было передано в непрерывной традиции передачи. Например, как раз именно такой перевод содержится в Махавьюдпати. Агама переводится как лунг, то есть слова Будды, то, как учения были переданы Буддой. Почему? Потому что источником учений был сам Будда, и затем эти учения передавались. Традиции передания. Традиции передания. Именно это то, что называется агама, лунг. Однако в палийской традиции используется слово «никая». «Никая» означает «собрание». Иногда «никая» также означает раздел либо категорию. И что это означает? То, что учения Будды были разделены на несколько категорий. Именно поэтому эти учения называются никая, либо категории учений. И вкратце агама и аган в китайской традиции и никая в палийской традиции, они синонимичные, у них один и тот же смысл. И в раннем буддизме сутры передавались устно от одного человека к другому, от учителя к ученику. Они передавались устно, и именно устным способом передавались все учения, и затем они становились предметом созерцания и применялись на практике. И сутра Питака, наиболее ранние традиции сутра Питака, которые дошли до наших дней, это две традиции. Первая — это палийская сутра Питака, и вторая — это китайская сутра Питака. И на пали то, что называется Никая, отличается, отличается тем, что это собрание, и это собрание учений, разделенное на категории.
И в то время, когда учение было передано на Шри-Ланку, как я уже сказала, сын Ашоки Махиндра, либо Махинда Напали, был тем, кто передал эти учения. И он был бикшу, монахом, и именно его Ашока отправил на Шри-Ланку. То есть он был тем, кто принес учение с Индии на Шри-Ланку. Он был тем, кто распространил учение. И, и эта традиция, которая берет свое начало от Махиндры, это то, что мы называем палийской традицией. И сейчас все эти тексты, собранные как палийский канон, состоит из 5 частей. Что это за пять, пять, категорий? Прежде всего, это длинные, длинные учения, то, что называется дикха, Никая, длинные сутры. Второе — это сутры средней длины, Маджимы Никая. Третье — это связанные сутры Самьюта Никая. Затем это пронумерованные сутры Ангутара Никая. И также это коллекция меньших коротких сутр под названием Кудака Никая. Все вместе эти 5 собраний называются Панча Никая, либо пятисоставное собрание. Именно они, эти 5 собраний, 5 Никай, являются основой шри-ланкийского буддизма. И они сохранились до наших дней. И говорится, что это собрание письменных источниках берет свое начало от школы Вибаджавада. И Вибаджавада принадлежала к школе Ставиравада. Именно об этом говорит Хирокава Акира, японский исследователь и специалист по палийскому канону. И Ставиравада процветала в юго-восточной Индии, регионе Видиша. И учения Ставиравады передавались на местном языке, разговорном языке Видиши. И именно из Видиши происходила мать Махиндры. То есть мать Махиндры была из Видиши. И этот язык был родным языком Махиндры, и он передал учение на Шри-Ланке на вот этом разговорном языке Видиши, своем родном языке. И сейчас я хочу рассказать об агамах в китайской традиции. Если мы взглянем на ситуацию, которая сложилась с передачей учений в Китае, то эта ситуация противоположна той, что сложилось на Шри-Ланке. Почему? Потому что учения, которые пришли в Китай, они взяли свое начало из Северной Индии, затем через Центральную Азию были перенесены в Индию. Есть еще второй путь, это через Южную Индию и Индийский океан. Они попали в провинцию Гуандун. Это, если мы взглянем на путь перенесения агам первых учений в Китай. И если мы взглянем на структуру агам в китайской традиции, то структура, по сути, такая же, как и в палийской традиции.
5 собраний, 5 никай. То есть, однако они называются немного по-разному. В палийской традиции они называются никаем, но в китайской они называются агамы. То есть ахан не китайское, аханджин, ахан. Это то, что китайцы называют, как они называют агамы. То есть они до сих пор используют это древнее слово, китайскую транскрипцию санскритского слова агама. И в этом собрании 5 частей, опять же, длинные сутры, сутры средней длины, меньшие сутры и пронумерованные сутры. Я хочу показать вам изображение, слайд с этой структуры. И какова структура, какова, какова структура китайских агам и палийских никай. Если мы взглянем на 5 китайских, 5 палийских никай, то первое — это длинные сутры, Дигга Никая, и она состоит из 3 частей, и общая коллекция насчитывает 34 сутры. Вторая — это сутры средней длины. Она состоит из 15 частей и всего 155 сутр. 98 из этих 155 такие же, как и в китайском переводе. Следующее, третье — это эти связанные сутры, состоит из 56 серий, и всего в этой коллекции 2889 сутр. Пронумерованные сутры состоят из 11 частей, то есть одна дарма, две, три до 11 дарм, поскольку всего в них 11 этих разделов. В этих 11 разделах 171 глава и 2203 сутры. В другой традиции, в этом собрании 17 глав, 2188 сутр, и в третьей традиции 17 глав и 2388 сутр. И пятая коллекция, пятая никая — это те меньшие сутры. В эту коллекцию, в эту никаю входит 15 текстов, 15 сутр. Сейчас давайте взглянем на китайские агамы. Первое — это длинные сутры, диргагама. В этой агаме 22 тома, 30 сутр. И они принадлежат к традиции Дармагупты. Они были переведены во время поздней династии Цин Буддой Яшаса и китайским переводчиком Жуфо Неном. Второе собрание — это Мадьяма Агама. Агама — это собрание сутр средней длины. В нее входит 60 томов и 222 сутры. Они принадлежат к традиции Сарвастивады, и они были переведены на китайский Сангхадевой из династии, Восточной Цинской династии. Третье агама — это самюкта агама или связанные сутры. В этой коллекции 18 глав, 1362 сутры. Она принадлежит также к традиции Сарвастивады. Они были
переведены на китайский мастером Гунабадры, принадлежащий к династии Liu Song. Четвертое собрание — это Экатара Агма, пронумерованные сутры. В этой коллекции 51 том и больше 1000 сутр. И не совсем понятно, какой индийской школе принадлежит это собрание Экатар Агама. Они были переведены Сангадевой, мастером Сангадевой, принадлежащей к Восточно-Цинской династии. И эти 5 никаев палийской традиции и 4 агамы в китайской традиции, они сходны по форме, но также они отличаются. И почему между ними существует различие? Дело в том, что в ходе передачи учений тексты претерпели какие-то изменения, поэтому содержание этих коллекций отличается, и индивидуальные тексты также могут отличаться. Если мы сравним палийский канон и китайский канон, мы увидим, что палийский канон более полный. В китайском переводе не сохранились все тексты. И также мы видим, что те учения, которые были перенесены в Китай и переведены на китайский, они принадлежат к разным школам. То есть некоторые коллекции принадлежат к школе Дармагупта, другие — школы Сарвастивада. То есть это такая смешанная коллекция, они не все принадлежат к одной коллекции. Китайцы не смогли перевести на китайские агамы одной школы. Тогда как палийский канон — это все тексты одной школы Вибаджавада, которая взяла свое начало от Сарвастивады. И это такое общее вводное объяснение. И я хочу рассказать об этом более подробно, и я начну с этих 4 агам китайской традиции. Итак, как я сказал, это собрание, которое дошло до наших дней на китайском, состоит из четырех частей. И сейчас нам необходимо рассмотреть, какие же учения содержатся в этих 4 агамах. И они сохранились, они дошли до наших дней. И это как бы вот эти 4 агамы, они как отдельные разделы канона. Тоже какие учения содержатся в каждом из этих 4? Если мы захотим понять это, нам нужно рассмотреть каждую из агам. Итак, первая агама — это самюкта агама, либо связанные сутры. В нее входит 1362 сутры. В палийском каноне, в Самюкта Никая, 2880 текстов. То есть в китайском каноне примерно на 1500 текстов меньше, чем в палийском. Однако они носят одно и то же название — самюкта, то есть самюкта Никая, самюкта Агама. И это темы, которые рассматриваются в этом собрании, это учение основы
То есть это перечни, в которых излагается 5 сканг, 12 индри, 18 дату, 12 звеньев взаимозависимого происхождения, также 4 основания для памятования и так далее. То есть это такие перечни основных учений. И эм, похоже, что это собрание изначальных учений Будды. Они очень, очень просты, и похоже, что они были организованы таким образом для использования теми, кто культивирует самадхи, чтобы было очень все ясно и понятно. В, во втором собрании Мадьяма Агама, то есть собрание сутр средней длины, содержится 222 текста в китайской традиции и всего лишь 152 текста в палийской традиции. И то есть это агама в китайском переводе содержит больше текстов, чем нынешняя Никая в палийской традиции. И в этом собрании продолжается э, изучение тех тем, которые уже были изложены в Самюкте Никае, Самюкта Агаме. И именно здесь излагается 4 истины, дхату, карма и другие основополагающие темы. Также в этом собрании содержатся так называемые аналитические сутры, вибанги, например, карма вибанга и прочие вибанга сутры. И говорится, что именно эти аналитические вибанга сутры — это то, что легло в основу учения Абхидharмы. Также в этом собрании а, а, изучается анатман, дьяна, деяния Будды, ведущие к его просветлению. Также в этом собрании есть сутры, например, Госингасала сутра, которая рассказывает о том, как старейшины были величайшие ученики Будды, такие как Шарипутра, Маудгалиана и Махакашьяпа, собрались в лесу Сала, в лесу, в котором росли деревья Сала, ночью в свете луны, для того, чтобы обсудить путь, который ведет к абсолютной истине. То есть в этой и других сутрах излагаются темы, связанные с абсолютной истиной, то есть истинной природы всех явлений. И с древних времен эти тексты считаются философией глубокого смысла. Следующее собрание — это Диркхагама, то есть длинные сутры. И это самый краткий перечень. В него входит всего 30 сутр. Но поскольку это собрание называется длинные сутры, эти сутры на самом деле очень длинные. Они все написаны прозой. И именно поэтому это собрание называется Диргагамом, длинные сутры. В этом собрании содержатся сутры, в которых Будда критикует небуддийских философов. К примеру, известная сутра, сутра Сити Брахмы, Брахмаджала сутра, как раз принадлежит к этой коллекции. Брахма Джала Сутра, она также содержится в тибетском каноне, то есть она была переведена на тибетский. И
В китайском каноне она принадлежит к собранию Дирга Агамы. Другая известная сутра — это сутра о плодах духовного пути, Шраманапала сутра. И очень известная сутра о великой паринирване Будды, Махапаринирвана сутра. В ней описываются события, которые произошли в жизни Будды с момента его 80-летия до момента его паринирваны. И также в этом собрании, содержится сутра, в котором обсуждается воззрение, так называемая Великая сутра о зависимости Маханидана сутра. И в ней описывается, представлено изначальное философское воззрение раннего буддизма. И следующее собрание — это Экатара Агама. Экатара Агама, либо пронумерованные сутры. Это собрание похоже на такой лексикон-словарь, в котором излагаются категории от 1 до 11 дарм. Всего в этой собрании 472 сутры. Они все разные длины. И говорится, что это собрание принадлежит к школе Махасангика, тогда как предыдущие агамы, они принадлежали к школе Сарвастивады. Почему важно понимать, что это агама, Катара агама, принадлежит к школе Махасангика? Махасангика — это та школа, которая легла в основу учения Махаяны. То есть говорится, что учение Махаяны как раз берет свое начало из учения школы Махасангика. И в этом собрании есть много сутр, в которых говорится о том, чем есть Кая Будды, например, что такое Дharma Кая. И также в этом собрании содержатся истории предыдущих жизней Будды, а также истории жизни его величайших учеников. В палийской Экатара Никае больше текстов, 2363 текста. Как я уже сказала, в китайской всего 472, то есть намного-намного меньше. То есть она даже китайская Экатара Агама, она не достигает даже половины длины Экатара Никая, палийской Экатара Никая. И, как я только что сказала, в китайской традиции очень в этом собрании много текстов говорят о Дharmakaya, тогда как в палийской традиции нет такой ярко выраженной дискуссии о темах Махаяны, то есть темы Махаяны не излагаются. Поэтому очень ясно видно, что эти две коллекции, они берут свое начало из разных школ, то есть они принадлежат к разным школам, это разные традиции передачи учения. И перед этим собранием говорится, в китайском каноне говорится о том, что все эти 4 агамы были собраны вместе, сформированы во время Первого собора. Однако современные ученые так не считают. Согласно современным исследованиям, считается, что лишь сама основа этих собраний
учение было заложено во время первого собрания, с первого совета, тогда как они были сформированы во время второго совета. Есть такой очень известный китайский мастер по имени Шунь, и он писал о том, что то, что то, что было собрано на первом саммите, не состояло из 4 частей, также оно не называлось агамой, однако это было основой 4 агам. То есть это во время пер- пер- первого собрания была заложена основа всех 4 агам. Напоминаю, что в то время не было ничего записано. То есть это собрание, которое было создано, собрание учения было устным. И это устное собрание учения заложило основу для 4 агам. И затем это все было организовано, структурировано, в конце концов записано. И именно таким образом и возникла эта коллекция из 4 агам. Другие ученые говорят, что на Первом соборе были собраны только самьюта агама, то есть связанные сутры. Это было то собрание, которое было собрано устно во время первого совета, а уже все остальные агамы постепенно получили свое развитие позднее. И 4 агамы были собраны уже на втором совете. И, 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 и почему, когда мы анализируем содержание 4 агам, то как раз среди них выделяют как наиболее древние самюта агаму, то есть эти связанные сутры. После них возникло собрание сутр средней длины, и в конце концов длинные сутры и пронумерованные сутры. И почему делается такой вывод? Такой вывод делается на основе содержания этих текстов, поскольку выдвигается гипотеза, что учения начинались с простых и затем становились все сложнее. То есть не может быть так, что сначала были сложные учения, а затем они были упрощены. То есть развитие было от простых к сложным. Такова тенденция развития учения. И основываясь на этой гипотезе, делается вывод, что Самьюта Никая была первая, Самьюта Агама первая, поскольку это самые простые, простые тексты. Об этом как раз говорит, об этом говорит известный тайванский ученый Шенген. И в своей книге он пишет, что среди 4 агам мы можем видеть, что самьюта агамы наиболее простые, как с точки зрения стиля, так и с точки зрения содержания. А затем следующие, наиболее близкие к ним, э, это сутры средней длины. И длинные сутры, пронумерованные сутры, они уже не простые, то есть они уже сложные, более того, они длиннее, то есть они отличаются по стилю. Это уже не тот простой стиль первых 2 собраний, они намного более детальные и сложные. И мы можем видеть это изменение. И именно это отмечают ученые, когда они анализируют содержание текстов каждой коллекции. Однако не все согласны с таким выводом. Причина, по которой
они не согласны с этой гипотезой, потому что эта гипотеза говорит, что сначала все было простое, а потом было усложнено. Однако это всего лишь гипотеза, поскольку простота могла сосуществовать со сложностью. Совсем не обязательно, что сначала все было простое, а потом было стало сложным. Также не является невозможным, что все началось со сложного и затем было упрощено на протяжении времени. Поэтому совсем не обязательно, что изначально эти длинные сутры, пронумерованные сутры, изначально были в такой форме, в которых мы видим их сейчас. Возможно, они изначально также существовали в какой-то простой форме. Они были простыми и короткими текстами. Однако затем они претерпели свои изменения, как с точки зрения их длины, так и их стиля. И они изменились и стали этими длинными и усложненными текстами, которые мы видим сейчас. Однако нет никакой гарантии, что они были такими изначально. И также важно помнить о том, что согласно традиции, согласно китайской традиции, все четыре агамы были собраны, сформированы во время первого совета. И с точки зрения истории, э, это возможно, но нам нужно понимать, что первый совет был посвящен учениям сутры, и на нем были заложены основы коллекции собрания Виная. Затем второй совет был посвящен Винае. Если это так, тогда собрание сутр было завершено на Первом совете. Во время Второго совета нет речи о том, что он также был посвящен сутрам. Второй совет был преимущественно посвящен Винае. Если это так, тогда все четыре агамы действительно должны были быть собраны воедино на Первом совете. Если бы это было не так, тогда на Втором совете нужно было продолжить собрание судр. Однако об этом, как правило, речь не идет. Обычно говорится, что Второй совет он был посвящен как раз учению Виная, Питаки. И также возможно, что во время первого совета, первого собрания существовала еще одна агама, то, что называется пятая агама кратких текстов. И, поскольку мы видим, что в китайской традиции сейчас есть четыре агамы, тогда как в палийской пять. Возможно, что во время первого собрания было не только четыре агамы, а были еще и эти меньшие сутры, которые позже стали этим пятым собранием в палийском каноне, которое не выделяется как отдельное собрание в китайском каноне. И, и изложение первых жизнеописания, жизнеописания первых учеников. Похоже, что эти тексты, эти учения были добавлены во время Второго совета. Поэтому возможно, что во время Первого совета были собраны не только четыре агамы, но и это пятое собрание, которое отсутствует в китайской традиции. Оно также было собрано во время Первого совета. И следующее, на что следует взглянуть, это то, как эти четыре агамы по-разному излагаются в каждой из
из, из школ. К примеру, Сарвастивада не признает наличие пятой агамы. Сарвастивада признает лишь 4 агамы и не выделяет пятую агаму кратких сутр. И в чем как различаются эти 4 агамы согласно основных положений? Почему? Мы видим, что вот эти основоположные характеристики, которые различают агамы, они в основном схожи в разных школах. То есть разные школы имеют одинаковые подходы к различению категории учения. И причина, почему они похожи, э, к примеру, если мы взглянем на Винаю Махасамгики, которая переведена на китайский, в этом говорится, есть такой текст, который называется «Строфы старейшины». Мне говорится, что различные учения были собраны как соединенные, связанные сутры, и в них рассматриваются такие положения, как различные списки либо перечни дарм, такие как 5 скандх, индри, ветви пути к просветлению и так далее. Что касается собрания длинных сутр, а также сутр средней длины, они были сформированы по принципу длины текстов. То есть длинные тексты были организованы, собраны в этой коллекции длинных текстов, а тексты средней длины в коллекции текстов средней длины. Однако есть еще другие тексты, которые не входят в эти 3 собрания. Именно они были организованы как пронумерованные сутры. И еще есть, конечно, другие тексты, которые не включены в 4 агамы. К примеру, среди найденных санскритских сутр есть те, которые не входят ни в одну из агам. И, и также есть тексты, найденные в Тибете, которые не принадлежат ни одной из агам. Но если мы сравним количество этих независимых текстов, тех, кто входит в собрание агам, то, конечно, они не так многочисленны. Следующее я хочу кратко рассказать о Палийской сутре Питаке. Итак, в палийской традиции есть 5 коллекция, которая называется «Меньшие сутры». И в этой коллекции, в этом собрании, пятое, в этой 5 коллекции кратких сутр 15 разделов. Я хочу показать вам слайд. Вы видите слайд 15 разделов коллекции кратких сутр. Итак, первое из них
Первая, вторая, третья, четвертая, первая, вторая, третья, четвертая. Эти это, это тексты, которые также сохранены в китайском переводе. Однако другие не сохранились либо не были переведены. Итак, эти 15 разделов — это Удакапада, либо краткие изложения. Это, это то, что обычно рецитируют монахи по традиции Таравада. Вторая — это Даммапада, либо стихи Пады, Дharмы. Второе — это Удана. Затем это идти вот так, так как это было сказано. Затем Сутты Нипада, то есть раздел Сутр, Вимана Ватту. Это истории, так называемые истории божественных дворцов. Затем истории голодных духов, истории старейшин, истории старейших монахинь, джатаки, учения, биографические истории, хроники жизни быт и также чарья Питака — это корзина деяний. То есть это был перечень 15 разделов так званых коротких судр, которые входят в палийский канон. Мы видим, что в этом собрании очень, очень полезные сутры, и возможно, что они принадлежат к разным, они к разным хронологическим периодам. К примеру, раздел Сутр, также Даммапада, стихи старейшин и старейших монахинь. Также, как я сказала, их также можно найти в 4 агамах. И возможно, что они наиболее ранние и как раз берут свое начало из учений, дарованных во время жизни самого Будды. То есть это очень ранние, очень древние сутры, и, скорее всего, они принадлежат ко времени жизни самого Будды. И причина, по которой мы можем сделать такой вывод, дело в том, что, что многие из, во многих, что многие из этих многие из этих текстов цитируются в 4 агамах. То есть уже в китайских 4 агамах содержатся цитаты из этих вышеназванных собраний палийского канона. То есть значит, что эти собрания палийского канона, они предшествуют 4, они более ранние, чем 4 китайских агамы. И многие исследователи считают, что именно эти наиболее ранние тексты наиболее ценные, поскольку они могут пролить свет на этот самый ранний период учения, например, Даммапада, Уданавада и прочие. Эти древние тексты говорят нам, свидетельствуют о том, каковы были изначальные учения. Однако есть одна важная вещь, на которую следует обратить внимание, когда мы говорим о текстах, переведенных на китайский. В китайском переводе есть много текстов, которые сохранились также на Пали. И, например, не только, не только в переводе сутр, но также
палийская коллекция под названием «Великая коллекция южного буддизма» также была переведена на китайский, и она включает как пали, палийскую сутту Питаку и Виная Питаку. И это очень ценно для исследователей. Почему? Потому что они могут видеть очень ранние переводы палийских сутр на китайский. И они могут сравнить эти переводы с сохранившимися в настоящее время палийскими текстами. На тибетском у нас нету перевода этих текстов, однако в Тибетском университете в Сарнатхе они пытаются сейчас перевести палийские тексты на тибетский, поэтому я надеюсь, что в будущем у нас будет возможность также изучать их на тибетском. И, итак, это собрание кратких сутр в палийской традиции состоит из 15 частей, 15 разделов. Однако всего в них 6 основных категорий. Первая из этих 6 категорий — это Даммапада. И это та же версия, как две Даммапады, переведенные на китайский. То есть на китайском есть две версии Даммапады, две версии перевода Даммапады. На тибетский Даммапада была переведена Гендуном Чопелем в 20 веке. Это тибетский ученый, философ 20 века. И вторая Удана не была переведена на китайский, но была переведена на тибетский в ранний период распространения Дharмы. И третье — это история, которая в китайской традиции называется Атапада Сутра, сутра о прошлом. Затем четвертое — это раздел сутр, который такой же, как, как и раздел в китайском. Пятое — это собрание строф учений старейшин и старейших монахинь. Они также не были переведены на китайский. Шестое — это джатаки, и они такие же, как и в китайском переводе. Я думаю, на этом следует остановиться сегодня. Давайте посвятим заслугу